Саламатсыздарбы, құрметті журналист мырзаларына. Бүгін біздің жиналып сіздердің алдарыңызда мәлімдеп жасайын деп отырған себебіміздің тақырыбының бірі өте бір ана жолы естеріңізде болса, осы мына экономика жөніндегі әңгімеміз көтергенбіз. Соның төгілімден әңгіме өте күрделі мәселенің бірі, ол жағымыз ұлттық әл-ауқат қоры туралы заңы. Естеріңізде болса, қазір білетін шығарсыздар, енді осы бүгін ертең ба елбасы сол заңға қол қоюы мүмкін. Сондықтан біз өзіміздің пікірімізді, ойымызды саяси партия болғандықтан сіздер кейбірде бізді саяси партияларды жаман дейді ме, жоқ, кемшіліктерін айтасыздар ғой. Жаңағы мына сайлау кезінде ғана қызмет істейді, қалған кезде тым тырыс отырады деп. Біз оған көнбейміз, себебі сіздер байқап отырған шығарсыздар, біз осы қоғамдағы болып жатқан жағдайды, өкіметіміздегі қаулыстарды алынып жатқан шешімдерді сараптама жасап, зерттеп отыратын қазақпыз біз. Сондай саяси партиямыз біз. Ол біздің кәдімгі күнде үш рет тамақ ішетіндей заңды біздің өзіміздің әдетіміз деп айтсам да болады. Сондықтан біз мінекей сайлау осы науқаны бітті. Өкінішке орай әйтеуір біздің партия 7% өтпедік. Соған қарамастан, ал енді осындай жағдайға орындық екен, осындай болды екен деп, біз жаңа қолымызды көтеріп, жайып, ой байлап жататын қазақ емеспіз, ондай саяси партиямыз. Сондықтан біз міне биыл бірінші өзіміздің мәлімдемені осы төңірегінде жасайық деп отырмыз. Уважаемые журналисты, разрешите приветствовать вас. Это наше первое официальное партийное заявление в этом новом году. Вот. Я понимаю, некоторые журналисты, конечно, дают оценку деятельности политических партий, говорят о том, что политические партии активизируются только в электоральный период, до электорального периода они уходят в дремучую спячку и так далее, и так далее. Но я думаю, вы неплохо осведомлены о нашей деятельности, что мы не тот народ и не та политическая партия, которая придерживается именно этих принципов – уходить в спячку. Если вы помните, мы только за 14 месяцев свыше 20 заявлений и обращений к главе государства, и в правительстве, и в парламент делали. И мы придерживаемся таких принципов работы, как бы там ни было, что бы там ни было. Да, мы не прошли, к сожалению, в парламент. Наши профессионалы, экономисты, юристы, которые крайне необходимы были для нашего народа, для нашего общества, для нашего государства, не прошли. Прошли бизнесмены и другие, скажем, я не буду называть, кто они такие, да, прошли. Но тем не менее, мы не отчаиваемся. Мы считаем своим долгом и перед своим собственным народом, и перед государством, так, активно проводить свою политику, обращать внимание на то, что происходит в обществе, то, что какие документы принимает наше правительство, какие шаги оно делает вот, на пути развития нашей экономики, политики и так далее, и так далее. Поэтому мы прослеживаем эти моменты, мониторим, изучаем и стараемся, как политическая партия, коли она такова есть, довести свое мнение, свои предложения к общественности через вас, уважаемые журналисты, и довести до сведения правительства и власти свое видение и так далее. Наша, допустим, если где-то есть критика, оно не придерживается таких, скажем, принципов критика ради критики. Ни в коем случае. Если мы где-то кого-то критикуем или говорим о каких-то, скажем, недостатках, мы обязательно это дело мотивированно приводим примеры и вносим конкретные предложения в решении той или другой проблемы. Поэтому мы сегодня пригласили вас не случайно, потому что мы, конечно, опоздали по одному вопросу. Это по закону радиотелевещания, как раз на собственное мнение есть, но мы просто не успели по этому поводу заявление сделать. Но так как накануне уже будет подписываться закон о Национальном фонде национального благосостояния, мы об этом фонде говорили уже в 2008 году, если вы помните, когда мы говорили, принимали антикризисную программу нашей политической партии. Мы где-то за 5-7 дней раньше правительства приняли нашу антикризисную программу, она была опубликована и была с вами освещена.
Еще тогда мы говорили свое мнение по поводу фонда «Самрук-Казна». А сегодня мы просто обязаны сделать такое обращение к главе государства, чтобы этот закон, принятый уже Сенатом, не был подписан нашим главой государства. Уважаемый Нурсултан Абишевич, партия ДЭП в качестве института гражданского общества ведет системную работу по мониторингу общественно-политических процессов Республики Казахстан. Считаем своим долгом обратить внимание на закон о Фонде национального благосостояния, который отправлен вам на подпись. В отсутствии Мажилиса Сенатом Республики Казахстан принят и направлен вам на утверждение закона Республики Казахстан о Фонде национального благосостояния, который существенно расширяет его полномочия в определении стратегии развития фонда, решении оперативных задач, управлении деятельностью как самого фонда, так и его структурных подразделений. Необходимость срочного принятия настоящего закона без качественного анализа деятельности фонда и за время его существования обосновывается требованиями улучшения корпоративного управления, повышения прибыльности фонда в целом его подразделений. Топ-менеджмент фонда национального благосостояния своей главной задачей считает максимизацию прибыли от своей деятельности и рассматривает фонд как бизнес-структуру. С этой целью руководством фонда предполагается передача неэффективных активов, в том числе и институтов развития, профильным министерствам. Но фонд создавался не для извлечения прибыли, а для создания условий устойчивого развития национальной экономики, повышения конкурентоспособности, проведения активной антикризисной программы. В этом направлении фонд формально справился с поставленной задачей. Казахстан в условиях кризиса не допустил спада экономики, сохранил положительные темпы экономического роста. Но это было связано не столько с предпринятыми действиями правительства и фонда, исполняющего роль оператора выделенных средств антикризисной программы, сколько с быстрым восстановлением и ростом цен на углеводородное сырье, металлы и сельскохозяйственную продукцию, которые составляют основу казахстанского экспорта. Адлет считает, что фонд «Самрук-Казна», объединив в своем составе ведущие национальные компании во всех отраслях экономики страны, банковские структуры и институты развития, по сути, противопоставил себя национальной экономике. Ежегодный доход фонда превышает четверть ВВП страны, и его использование является практически не подконтрольным правительству, парламенту и обществу в целом. При этом на капитализацию структурных подразделений фонда «Самрук-Казна» и его институтов развития республиканским бюджетом выделяется несколько десятков миллиардов тенге ежегодно. Например, в 2011 году уже было выделено на 45 миллиардов. А поступление в республиканский бюджет в виде дивидендов за государственный пакет акций около 11 миллиардов тенге, или 24%, где-то так получается. Принятие настоящего закона окончательно закрепит вывод всех стратегических отраслей, которые определяют специализацию Казахстана в международном разделении труда из-под контроля правительства страны. Мы считаем, что это представляет реальную угрозу для экономической безопасности страны, да и национальной безопасности в целом. Еще одним фактором, который представляет реальную угрозу национальной безопасности, является вхождение в состав Совета директоров фонда «Самрук-Казна» и его структурных подразделений иностранных граждан, в том числе и в качестве управляющих директоров. Учитывая, что в состав фонда входят такие компании, как «Казатомпром», КТЖ и другие стратегические отрасли, можно предположить, что иностранные члены Совета директоров не только имеют доступ к конфиденциальной информации, представляющей государственные секреты, но и прямо влияют на принятие стратегических и оперативных решений развития фонда и его дочерних подразделений.
Ответ обращает ваше внимание, уважаемый господин президент, на тот факт, что создание фонда так и не смогло решить вопросы диверсификации национальной экономики, преодоления сырьевой ориентации. Более того, за последнее время зависимость казахстанской экономики от конъюнктуры мировых цен на сырье значительно выросла. Поэтому мы считаем необходимым, первое, рассмотреть целесообразность дальнейшего сохранения фонда Самрук-Казна, расформировать его и передать активы фонда в целом профильные министерства, а не только институты развития, как предполагает топ-менеджмент фонда. Между прочим, вы, наверное, в курсе, уже идет предложение со стороны топ-менеджеров фонда вот эти вот активы, непрофильные активы, уже передавать. Второе. Срочно разработать и принять концепцию управления государственной собственностью. Третье. Для обеспечения прозрачности и управления стратегическими отраслями и использования доходов от их деятельности, основные статьи доходов и расходов национальных компаний рассматривать и утверждать парламентом страны в рамках сводного бюджета. В этом случае излишки доходов, которые в настоящее время используются самими компаниями, не подконтрольными, можно будет направить на социальные нужды. Четвертое. Законодательно запретить включение в состав Совета директоров национальных компаний иностранных граждан. В этой связи, уважаемый Нурсултан Абишевич, партия «Ответ» убедительно просит вас наложить вето на закон Республики Казахстан о Фонде национальной безопасности. Политсовет партии «Ответ». Вот такое заявление мы через вас, уважаемые журналисты, хотим довести до сведения общественности и до главы государства. Сегодня это обращение будет официально отправлено главе государства, но какое будет принято решение, будет видно. Но я бы здесь немного хотел прокомментировать вот еще что. Все-таки, что же нами руководит? И что же нас этот адлет толкает постоянно вносить какие-то конкретные предложения, да, и в правительство, и в парламент, и президент республики. Нас толкает только одно – служить, как политическая партия, быть искренним, честным, не только перед собой, прежде всего, перед обществом, перед дикторатом и перед гражданами нашей республики, и перед властью. И смело говорить не радикальными формами, методами, а вот так, цивилизованно. И было бы прекрасно, если все те предложения, которые мы предлагали уже 4 года тому назад, и в 2008 году, в 2009 году, если бы они были услышаны властью, от этого никто бы не пострадал. А в первую очередь выиграла бы сама власть. И что интересно, вот эти предложения, которые мы вносим, что интересно, самое главное, ведь они потом находят место в жизни, в деятельности правительства и власти. Сколько наших предложений на ЦИКе прошли? Это в отношении стратегического планирования, наших предложений, и в отношении, допустим, Министерства экономики и бюджетного планирования, и в отношении предложений были сделаны по ЖКХ, когда мы предлагали, что создать немедленно нужно, когда проблемы были с дольщиками и так далее, предлагали мы немедленно создать или агентство, отдельное агентство, или же министерство, все-таки создано. По судебной системе сколько у нас конкретно было предложений, но, к сожалению, приняты были только часть этих предложений. Но основные, коренные вот эти предложения, которые могли бы сыграть положительную роль, они были не приняты. Ну, не знаю, как получится, мы решили все-таки, коль проект закона принят Маджлисом, вернее, Маджлиса не было в тот момент, он был принят только парламентом. И что самое интересное, когда мы рассматривали вот эти вопросы, вот даже сами сенаторы, вот я хочу процитировать, уважаемые журналисты, вот, сенатор Светлана Жалмагамбетова, вот когда Сенат рассматривал, я просто процитирую, когда рассматривал этот проект закона, ну полностью согласен с ее позицией. Видите, что она говорит? Вот Самрук-Казна окреп, и теперь его тяготит чрезмерная отеческая опека правительства. Только этим можно объяснить тот факт, что в новом законе о Фонде национального благосостояния менеджмент фонда прописал себе больше суверенных прав,
Толпы нацхолдинга говорят, дескать, хотите эффективного управления госактивами, да? Предоставьте нам больше свободы. Или вот парадокс. Она говорит, в законопроекте написано, что 100% акций принадлежит государству. И в то же время весь документ направлен на то, чтобы увести холдинг из-под контроля государства. Выражает скепсис и недовольство сенатор Светлана Жарманова. До сих пор Самрук Казна занимался только решением отдельных государственных функций. В частности, помогал банкам и дольщикам. Используя это, он решал свои проблемы. Обеспечил квартирами своих сотрудников. Кроме того, персонал фонда все эти годы получал громадные оклады, премиальные бонусы и так далее. Побольше ли таких депутатов? Или еще один такой пример хочу я привести. Ведь Самрук Казна является основным держателем пакета акций банка БТА Банк. Вы, господа журналисты, прекрасно знаете, какое сейчас положение у нас БТА Банка. Ситуация повторяется, что было в 2008-2009 году. И вот здесь я хочу еще раз, чтобы не быть голословным, процитировать вам сказанные слова экс-председателем правления банка Роман Солодченко. Вот что он говорит. Так, он видит еще два варианта развития ситуации по банку. Это слияние БТА банка с другим банком или банкротство. Но при любом раскладе пострадают в первую очередь депозитеры, которые смогут получить вложенные деньги обратно. Так, в случае банкротства денег не получит никто. В убытке окажутся кредиторы, государство, Самрук Казна как акционер и Национальный банк, который сужал банку деньги. В убытке окажутся вкладчики банка, граждане имеются. Потому что на возврат депозита, я думаю, рассчитывать им не приходится. Даже если идти через фонд гарантирования депозитов, тем самым недостаточно денег на то, чтобы покрыть все требования вкладчика. Господин Спанов, есть такой экономист-эксперт, по-моему, если я не ошибаюсь, он тоже делал заключение по БТА банку, он говорил, что было, по-моему, вложено, хотя никто точно не может сказать, сколько же было вложено денег для БТА банка, ну где-то в пределах 8 миллиардов долларов он утверждает. И чтобы поднять, решить проблему БТА банка, не обанкротить, нужно понадобится, говорят, уже не только, не 8 миллиардов, а в 2-3 раза больше этих средств. Но накануне, скажем так, раз правительство говорит, что еще вторая волна кризиса еще впереди, такую роскошь бюджет навряд ли потянет и сможет вложить такие средства в банк второго уровня. Да, очень ощутимые деньги. И вопрос, опять же, сам же напрашивается. Основной содержатель пакета акций государства через Самрук Казна. Где эффективность их деятельности? Почему довели дело до такой степени, что приходится вторично реструктуризировать этот банк и так далее. Поэтому, уважаемые коллеги, вот я вкратце вам довел до сведения. Вот еще комментарии у наших. Я хочу познакомить сразу, извиняюсь, Справа от меня заместитель председателя партии доктор наук, философ Сагарий Байзакович Балюпаев. Слева от меня член нашей партии, член ЦК, кандидат юридических наук, господин Жалин Галина Майнашевич. Справа от нас Зандаров Сарах Муратович, член нашей партии, практик, юрист, очень большим опытом. Пожалуйста, если какие вопросы, вернее, у вас есть комментарии? Хорошо, пожалуйста. На казахском? Да, на казахском, на русском. Как вам? В целом, надо сказать, что вот те предложения, которые нами выработаны, они основаны на анализе ситуации. Чтобы сильно не распыляться, я один практический пример приведу, насколько эффективна деятельность этого фонда. Я сам лично ездил в город Актау, несколько находился по судебным делам в одной нефтяной компании.
И они меня как бы спрашивают, вот Самрук-Казна приходят письма, требования о сдаче отчетов по казахстанскому содержанию, другие там требования. Я говорю, вы с ними какой-то договор заключали? Есть какие-то учредительские отношения с ними? Нет, то есть мы абсолютно до этого с ними не работали, не знали их. И в то же время Самрук-Казна, считая, что имеет какое-то право вмешиваться в деятельность хозяйственного субъекта, начинает вот эти требования выставлять. То есть это несовершенство с этой законодательной базой. Когда, в общем-то, создается только видимость управления собственностью. Второй достаточно серьезный момент – это то, что сейчас идет очень большой сумбур в том, что сами эти специалисты нефтяных компаний, национальных компаний сидят и недоумевают. В каких случаях, говорит, нам надо руководствоваться законодательством о госзакупках, в каких случаях надо, говорит, вот эти правила Самрук-Казна применять. Я говорю, если вы официально входите в группу компании Самрук-Казна, значит, вы руководствуетесь правилами. Но это означает, что, например, как я говорил, конкретных правовых связей между компанией и Самрук-Казна нету, в то же время распыляется и обширный круг субъектов по, в общем-то, незаконным основаниям начинает руководствоваться правилами Самрук-Казна. Никто за этим не следит. То есть, что в законе о государственных закупках прописаны одни и те же критерии, и в правилах Самрук-Казна те же критерии, например, не менее 25% участия государства повторяются, и, в общем, это позволяет обходить, в общем-то, прямо говоря, закон. Кроме того, вот, например, наши юристы, даже, по-моему, до сих пор не обратили внимания, есть закон о нормативно-правовых актах. В нем есть четкий перечень, что можно назвать нормативно-правовым актом. А Самрук-Казна в соответствии с прежним законом, который был принят еще в феврале 2009 года, издает свои правила, и они полноценно, как нормативно-правовой акт, применяются в практике, причем с ними взаимодействуют, естественно, тысячи и тысячи компаний по Казахстану. В будущем, если в суд пойдет спор, то вообще чем руководствоваться, что брать в основу, это вообще абсолютно непонятно. Да? То есть, как бы какое-то право в праве, закон в законе создан вот этими действиями. Там проблем много, но я вот хотел какие-то ключевые обозначить. Спасибо. Это үш негізгі бағытты айттық. Енді жаңағы 2009 жылы айында қабылданған ұлттық әл-ауқат қоры жөніндегі туралы заңға сәйкес сол Самрук-Казна қорына өзінің ережелерін қабылдау құқығы берілген. Соған сәйкес қазір ол акционерлік қоғам негізі. Сол ережелерін қабылдайды да Қазақстан Республикасының көптеген кәсіпорындары, фирмалары Самрук-Казна қабылдаған ережелерге сәйкес өзінің сатып алу сату шарттарын, басқа да шарттар жасап жатыр. Егер болашақта жаңағы істер сотқа баратын болса, басқа дау пайда болатын болса, бұл бар құқықтық жүйеге сыйыспайды. Себебі нормативтік құқықтық актілер туралы Қазақстан Республикасының заңы ондай нормативтік актілер түрін қарастырмаған, акционерлік қоғам қабылдайды. Екіншіден, мынау ұлттық әл-ауқат қоры ешқандай заңды тәсілмен компанияларды өз құрамына алмайды. Мен Ақтау қаласында болған кезде бір мұнай компаниясының өкілдері айтып жатыр. Бізге Самрук-Казна қорынан неше түрлі хаттар келіп жатыр. Қазақстандық көрсеткіш бойынша есеп беріңіз, мынандай есеп беріңіз, біз беруге міндеттіміз ба дейді. Мен айтамын, сіздердің өзара жасасқан шартыңыз бар ма, әлде ол қор сізге құртайшы болып келді ма, құрды ма сіздерді? Жоқ, құрған жоқ дейді. Яғни бұл жасанды жолмен жай экономиканың өсуін көрсету үшін жасап отқан әрекеттер негізі. Қазір мындай заң жүзінде тағы биліктік министрліктер болса, бұл министрліктердің қызметін қайталайтын жүйе болып кетеді, мен ойымша тағы да. Осындай мәселелер бар.
Қандай сұрақтарыңыз бар? Вопросы, пожалуйста. Менің сауалым елбасының тапсырмасымен парламентте қабылданатын заңдардың сапасын тексеру үшін арнайы кеңес құрылған болатын. Бұл кеңестің жұмысы туралы кезінде тіпті мақтау сөздер айтылды, көптеген заңдарға түзету кемшіліктерді анықтады деп. Бұл туралы сіздің пікіріңізді білсек. Екінші, бүгінгі сіздердің айтып отырған ұсыныстарыңыз қаншалықты деңгейде қабылдануы мүмкін, өйткені бүгін ертең заң қабылданады деп отырсыз, елбасы қол қояды деп. Елбасы қол қою үшін алдын ала кеңеске заңның жобасын ұсынбай ма? Мен өз пікірімді айтайын. Жалпы қоғамдық сараптама деген бар. Жаңа сіз айтқандай басқа да құрылымдар бар. Әділет министрлігінің құрамында да сараптама жүргізіледі. Тиісті ұйымдарда өзінің пікірлерін айту керек. Бірақ осының барлығы мен ойымша мынау жаңа заң дайындалып жатқан кезде сақталмаған. Тікелей мәжіліс арқылы сенатқа, сенаттан президент қол қоюына беріліп жатыр. Бұл неге келеді? Яғни мынау қоғамдағы маңызды мәселелер бойынша негізі талқылау болу керек, қоғамдық талқылау. Сол талқылауға мүмкіншілік бермегендік. Әрине, мен заңгер ретінде айтылған көптеген заңдардың сапасы өте төмен. Немесе олар тек бір бағыттағы біреудің мүддесін шешу үшін қабылданып жатыр қазір. Немесе жай заңды шығару жұмысы үзіліссіз жүргізіліп жатқанын сондай көрінісін жасайды. Яғни азаматтық кодексте бар ережелер сосын көптеген басқа заңда қабылдана береді, қайталана береді. Ол норма не үшін керек, мен өзім жеке түсінбей жүремін. Бірақ бар. Біздің жаңағы жігіттерді салып. Ана жылы ветерандар жөнінде заңдарда қарастырдық қой. Еңбек кодексінде жазылған нәрсені қайталап сол заңға кіргізе салу. Соған кіргізе салу. Бар заңдағы жазылған баптарды алып, ана жаңа заңға кіргізе салу. Не деген сөз? Пожалуйста. Каков, на ваш взгляд, будет сценарий, если президент подпишет этот закон и он вступит в силу? Что будет дальше? Он будет дальше то, что мы здесь конкретно написали. То есть это вывод из-под контроля правительства? Конечно. Вот здесь я забыл, спасибо за вопрос, я вот забыл такой главный момент, уважаемые журналисты. Вообще, если вы обратили внимание на деятельность этих фондов, там 400 с лишним у них вот этих дочек разных, да, структурных вот этих подразделений, которые. А вот национальные компании вот эти, да, бюджет. Кто утверждает этот бюджет? Кто смотрит, следит за их расходами и доходами и расходами? Подконтрольна ли она власти? А председателем совета, между прочим, директоров холдинга является сам премьер-министр. Он просто визирует, ставит. Но в любом случае сам бюджет рассматривается советом директоров и так далее. Ну вот мы предлагаем поэтому. Мы еще в 2008 году, когда антикризисную программу принимали, мы говорили, чтобы была прозрачность, чтобы была подконтрольность и доходная, и расходная часть национальных компаний. Необходимо их бюджет принимать в парламенте, в сводном бюджете, в республиканском, региональном и национальной компании рассматривать в сводном бюджете, чтобы она была подконтрольна парламенту и так далее. Ну а что говорить о подконтрольности, если вот сейчас только Павел Анашевич вам доложил, рассказал о том, что они даже не руководствуются законом о госзакупках. Постановление и решение правительства оказывается выше нашего закона Республики Казахстан. Все бизнес-структуры, все структуры экономики работают согласно закону о госзакупках, а институты развития и дочки, внучки, правнучки этого фонда особым статусом. Значит, как это понимать? Понимаете? Поэтому мы считаем, что мы не в том плане, что вот хотим кого-то там обидеть там, или какие-то амбиции свои выставляем. Ни в коем случае. У нас, слава Богу, есть прекрасные профессионалы, экономисты, философы, юристы. Мы просто хотим подсказать, вот сделать предложение в том плане, чтобы как улучшить систему управления экономикой нашей страны. Еще какие вопросы, пожалуйста? Матросов нет вопросов? Тогда большое спасибо вам.